Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Калошин Владимир Петрович. Надо титулы вот эти говорить, конечно. Ну, я член Союза журналистов Российской Федерации, член Союза чувашских художников, ну и писатель, наверное, можно сказать. У меня 7 книг. Вопросы будете задавать или как? Да. С чего вы начинаете создавать мультфильм? У меня очень много идей. Конечно же, любая деятельность, любая работа начинается со сценария. Сценарии в виде идей у меня есть, имеются. Я бы хотел создавать анимационные фильмы полноценные, чтобы они всем интересны были и на уровень, мировой уровень, чтобы выйти и чувашскую культуру показать хочется всему миру. Вот какая у нас богатая чувашская культура и какие они интересные. Мы очень древнюю культуру имеем, очень богатый язык, красивый язык имеем. Чавашта калазасын, калабаранте, тимчили шабдили шебеш, шакна, ты чизинди калаза катаркала берем. Значит, здесь сын, чавашты, на русском не говорит, да? По переписи, по данным последней переписи, чувашей, количество чувашей меньше стало. Поэтому это очень большая угроза для чувашского. Для чувашской культуры, для чувашского было бы очень грустно, если чувашский язык исчезнет, потому что это мы, чуваши. Если наш язык исчезнет, исчезнет наша культура, мир, человечество обеднеет, я хочу сказать, потому что любой язык, любой народ, это богатство всего нашего мира. Потому что чуваши какие-то особенные, скажем. Мы, например, по-своему хороши, по-своему, может, в чем-то и кому-то уступаем, но мы такие, какие мы есть, и поэтому мир должен быть богатым, как лес, например. В лесу когда хорошо, когда красиво. Когда там растут разные деревья, скажем, дубы растут, березки. Березки, когда с елочками вместе растут совместно, это же очень красиво. Интересный, красивый пейзаж. Художник особенно любит показывать осенью, по-своему хорош, скажем, березовый, еловый лес. Также и народы, всякие должны быть народы, потому что каждый народ несет свое богатство миру. Чему-то у чувашей могут научиться. Я, например, слышал, что Андрей Григорьевич Николаев заказал чуваш шортаня. Шортан он заказал, как будто бы он даже в космос его брал. Правда ли это, я не знаю, потому что в космосе должно быть стерильно. Ну вот Андрей Григорьевич Николаев у нас чувашей поднял очень высокий уровень, как в песне поется, Гагарин совершил высокий полет. Также наш Николаев это дважды герой социалистического труда, герой Советского Союза. Он же чувашей на очень высокий поднял. Это легенда, это гордость для чувашей. Ну и вот вы среди детей тоже, это будущее чувашской нации, чувашской культуры, это в вас. Поэтому мы, как взрослые люди, обремененные опытом, должны вам рассказывать, какие мы есть, какие мы особенные. Вы должны это все усвоить, понять и еще на одну ступень хотя бы должны поднять нашу культуру, нашу нацию. Вот, скажем, среди моего возраста людям, скажем, может быть, такие высокие подвиги не сумели совершить, скажем, на уровне Николаева. Вот пусть среди вас, вот вы молодежь, пусть среди вас такие люди появятся. Ваши учителя также стремятся к этому, чтобы вы были образованные, культурные, воспитанные, здоровые. Вот, скажем, физкультурники у вас тоже с вами занимаются. Ну вот. Жизнь такая, вы, кто вот жизнь понимает, скажем, не только деньги надо зарабатывать, и деньги зарабатывать тоже нужно. Вот мы, скажем, обращаемся к спонсорам, продвинутым нашим землякам обращаемся, они нам помогают, правда, очень хорошо помогают. Скажем, я издал книгу сейчас недавно «Кошки Гликеева. Люди и судьбы». Очень мне помогли нужную сумму собрать, и книга вышла, скажем, 150 экземпляров, тираж такой. Люди очень хорошо отзываются о книге и покупают, спрашивают: Володя, не надо ли чем тебе еще помочь? Вот если вот рассказать о планах, хотя о планах не принято рассказывать, ну, я уж поделюсь мыслями своими, это может быть в пользу будет.
хотим, недавно я выпустил фильм «Звезды над Большой Булой». Это Янтиковское сельское поселение, туда входит 10 деревень. Это бывший колхоз, большой колхоз, легендарный колхоз «Победа». Фильм выпустили на 30 минут. И сейчас по накопленному материалу хотим издать книгу. Окрестности Большой Булы 10 деревень. Хотим рассказать о наших селениях. Вот такие планы. Кто вас вдохновляет создавать вот эти вот мультфильмы? Вдохновляют, ну, наверное, жизнь сама, потому что видишь, вдохновляет не обязательно что-нибудь хорошее, например, обида, может быть, даже, как говорят, спортивная злость, говорят спортсмены. Например, я уже, когда с вами тут общался, говорил, что у татар есть татар-мультфильм, у якутов, там, у других народов есть свои мультипликационные фильмы. Вот обида за свой народ меня толкает на то, чтобы я тоже создавал какие-то анимационные фильмы. Ну, не только обиды, конечно, не все хорошие, скажем, земля, моя супруга мне очень сильно помогает, и это очень большую помощь мне, потому что всего нельзя сделать самому. Поэтому, ну и дети мне очень сильно помогали, когда маленькие были. Сейчас у них своя жизнь, вот сын у нас в армии служил, ну у него сейчас, понятно, с молодежью общается, с девушками общается, это правильно, семью надо создавать вовремя, а не в старости. Вот сейчас я немножко в другую сторону ушел, скажем, книгами занимаюсь, писательством занимаюсь, но анимационные фильмы обязательно нужно делать, потому что чуваши должны, дети наши чувашские, должны расти на нашей истории, на нашей культуре. Мы должны рассказывать, какие мы хорошие, какие мы оригинальные, какие мы замечательные. Потому что, не зная свою историю, никак... Вот я забыл включить свой диктофон, надо было записать, конечно. Положительные моменты нужно рассказывать. Вот, скажем, у нас какие мощные богатыри. Вот есть мультипликационный фильм «Три богатыря». Илья Муромец, Никита Добрыня Никитич, Алеша Попович. Ну вот у нас тоже есть такие богатыри, такие герои, прекрасные девушки, прекрасные, ну и другие персонажи есть, скажем, мудрые старики, старожилы, шужувалцы. Вот эти нужно вещи рассказывать, до наших детей нужно довести, чтобы они не захотели смотреть, скажем, какие-то иностранные, бедные всякие там халки. Они о чем это вообще, это чуждые нам персонажи. Нужно именно на персонажах, своих персонажах, должны вырасти. И они тогда чистыми, натуральными патриотами вырастут. И свою культуру захотят развивать дальше, потому что жизнь меняется, новые какие-то герои появляются, скажем, Николаев, он же до 1962 года в космос не летал, о нем никто не рассказывал. Николаев появился, про него начали рассказывать, скажем, новые какие-то у нас чувашские оригиналы, личности появятся, о них нужно рассказывать, о их геройстве нужно рассказывать. Жизнь она такая, на месте не стоит. Как вам сегодняшнее образовательное воскресенье? Ну, я часто встречаюсь со школьниками, скажем, в Чебоксарах я живу, и встречаюсь, когда, скажем, новый анимационный фильм выпускают, там, фильмы какие-то, скажем, у меня есть фильм «Памятники города Чебоксары», школьники тоже на встречу приходят, меня приглашают, в библиотеке тоже на встречу со школьниками. С детьми общаться всегда интересно. Вот особенно интересно, когда это твоя родная школа. Я вот пришел сегодня по приглашению администрации школы, мне было интересно общаться с детьми всего нашего Янчикского района. Дети смышленые, я по глазам вижу, что они думающие люди, думающие дети, красивые, я скажу, потому что молодежь, дети они должны быть красивые, здоровые должны быть. Девочки есть, мальчики тоже интересуются анимацией, мультипликацией, и это здорово. Потому что мы, взрослые, должны учить наших детей, как она должна быть в жизни, как она правильно, мы должны правильно жить. Это наши дети, они, глядя на нас, учатся. Недаром же говорят, если хочешь воспитать детей хорошими, воспитание начни с себя. Мы сами должны быть хорошими, нормальными. Вот глядя на нас, дети будут стремиться лучше нас. Оно и должно быть так.
дети должны быть лучше нас, хотя бы на одну ступень, на полступени. Тогда будет развитие, тогда будет прогресс. Спасибо большое. Пожалуйста.